Вождение в состоянии алкогольного опьянения находится на первом месте среди правонарушений в Гагаузии. Причиной более 200 транспортных преступлений, зарегистрированных за полгода, это езда в нетрезвом виде, а также отказ от прохождения экспертизы. Следствие аварии – это тяжкие телесные повреждения, а также в нескольких случаях смерть. Резкое увеличение числа ДТП обсудили на заседании исполнительного комитета, на котором был представлен отчет о правонарушениях за 6 месяцев 2017 года. На территории этого Гагаузии начато уголовное преследование по 8 тяжких дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибло 3 человека и 1 травмирован. Количество совершенных дорожно-транспортных происшествий увеличилось на 14 случаев. Количество травмированных увеличено на 1 случай. Составлено административных протоколов 2780. Заместитель главы автономии Олеся Танасогла отмечает важнейшие причины, по которым нарушаются правила дорожного движения. Все ДТП, связанные с детьми, они связаны с остановкой, высадкой детей до пешеходного перехода. Утром это большая проблема и перед лицеем Гайдаржи, и перед теми лицеями, которые находятся на трассе М3, начиная Светлый, Кирсово, Камрат и так далее. Родители подводят своих детей и в нарушении правил парковки паркуются перед пешеходным переходом, закрывая обзор сзади едущим машинам. 4 сентября, 6 сентября, 29. Все эти даты связаны с ДТП, в которых пострадали дети. 4 сентября дорожное происшествие произошло в Камрате. Ребенок был доставлен в тяжелом состоянии в больницу города Кишинев. 6 сентября в селе Кирсово пострадавший несовершеннолетний доставлен в больницу города Камрат с диагнозом острая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и закрытый перелом кости носа. 29 числа в результате столкновения 2 автомобилей пострадали все. Среди них 7-месячный ребенок. Ему поставлен диагноз «острая черепно-мозговая травма». На ком лежит ответственность на дороге в первую очередь? Водители автотранспортных средств это четко осознают и призывают всех быть внимательными, особенно когда дорогу переходит ребенок. Водитель должен быть в первую очередь более внимателен, потому что, видя ребенка, он должен сразу же остановиться и дать ему уступить преимущество, чтобы он прошел дорогу, чем проехать, авось он подождет. Дети – это дети. У них всегда непредсказуемые поступки. Им всегда может это показаться, и они должны сейчас делать то, что им пришло в голову. Наверное, все-таки здесь ложится больше ответственность на водителей. Потому что все равно есть места, где можно разогнаться, это где-то за городом. А в городе все-таки надо отдавать себе отчет, что сейчас выскочит ребенок. Но не всегда водители транспортных средств являются виновниками происшествий. Часто пешеходам совершаются нерассудительные действия с перебеганием дороги в неуказанных местах, либо иные непозволительные действия. Пешеходы тоже должны соблюдать какой-то определенный порядок, потому что понятно, что всегда пешеход имеет большинство прав. Но создавая аварийную обстановку, пешеход ставит под угрозу себя и также других участников, в том числе и водителя. Мы ежедневно спешим на работу, учебу. Мы пытаемся скорее перебежать на красный, чтобы выиграть минутку времени, или давим на газ, чтобы успеть на важную встречу. Так или иначе, на каждом лежит ответственность за поведение на дороге. Одним словом, все куда-то торопятся, все куда-то спешат и нарушают правила. Нарушаешь правила, получай, так сказать, наказание. Каждый должен нести ответственность за свои поступки. Нужно смотреть, во-первых, на дорогу водителям, ну и пешеходам. Это важно. Взрослое поколение часто нарушает правила на дорогах, совершенно не задумываясь, что рядом находится ребенок, который может повторить действия вслед за ним. Специалист управления общественной безопасности Оксана Гаценко об этом знает из профессионального опыта. Не всегда взрослые, которые становятся авторитетом для детей, выполняют эти правила. Помнить о том, что они родители. Помнить о том, что ребенок берет наглядный пример именно со взрослого. Поэтому всегда думать, как он поступает и что ребенок повторит все за ним. Если ты заметил, что какой-то взрослый нарушает правила, переходит на красный свет, можно тебе тоже переходить? Нет, мне тоже не надо переходить на красный свет.
Сотрудниками правоохранительных органов регулярно проводятся обучающие лекции в образовательных учреждениях. Детям раздают информационные брошюры. На пешеходах у школ есть регулировщики движения. Но, тем не менее, это не дает стопроцентного эффекта. Распоряжением Башкана Ирины Влах было дано указание сформировать план действий по проведению информационных мероприятий как среди детей, так и взрослых. Сейчас оно находится на стадии разработки. Тем временем нарушения на дорогах не прекращаются.